Men yaşauga yırlay turup gelgenmen. Yaşaudan men yırlay turup getermen. Özgelerdey arağızda özümne. Öz halkıma halal kulluk etermen. Yaştan başlap yaxşı boldum yaxşıga. Yaştan merli yaxşı boldum yamanğa. Ullu nasip biler edim men üçün. Yaxşı kuyda kalıp bolsam hamanğa. İnsallağa yarık tutup yüregim. Geçmesimik işlerdenle geçkenmen. Tek süymeymen dostlar menden geçkenni. Bile turup o salışını etsem ben. Счастлив тот поэт, чьи стихи становятся песнями, чье творчество на крыльях музыки проникает в каждое сердце, в каждую душу. И вследствие этого даже у тех, кто не понимает языка, на котором пишет поэт, создается светлое, одухотворенное прекрасным настроение. Gözlerimin ay sen kaydan algansan uğurlap sağa karayman sen şeklemli kalgansan yok yerden karşılaştım hallettim adaştım aytma söyledin sözüm aytmağa olmay kaldım yok yerden karşılaştım hallettim adaştım aytma söyledin sözüm aytmağa olmay kaldım. Когда я думаю о поэзии Шарабдина Сулейманова, у него сочетаются гармонически, органически мысль и эмоции. Народность его поэзии заключается не в каких-то упрощенных рифмах, не наличии пословиц, поговорок. У него народность в характере его мышления. Он по-народному мыслит. По-народному видит жизнь. Я был у них дома, во дворе, в селении, там, и увидел, внимание обратил на сток сена на крыше у них. Это сток, он был не таким высоким, но он удивительно достойно, спокойно, как мудро восседал на крыше. Вот даже сток, их двор. Потом я еще отец живой был, отца я видел тогда. Вот его манера разговаривать, ходить, пожать руку гостям. Вот это тоже во всем этом есть народное начало. Вот это народное начало, земное начало. Начало, которое идет от его родословной. Вот эта степенность, вот эта неторопливость в беседе, какая-то особая народная деликатность. Вот все это свойство, кажется, есть в поэзии Шарабдина Сулейманова, и это исходит от его родной земли, от родителей, от родного аула. Он очень художник тонкого вкуса, человек очень и эмоциональный сам по себе.
Он так просто мимо жизненных вот таких факторов, моментов, куда невозможно не обращать внимания, он пройти не может. Он художник, притом художник четкий, художник, который оставляет после себя именно свой ярко выраженный почерк. Но о нем, как о поэте, наверняка будет еще сказано немало. Вот. А единственное, что я хочу сказать, я с большим удовольствием обращаюсь к его поэзии, зная, что там есть и соли много, и воды много, и хлеба много в его стихах. Нет весточки долго, сынок, от тебя. За месяцем месяц, весна за весной. У моря мне сына верни моего. Не знаю, чем он виноват пред тобой. Kaymaysan, yemeler gelir sen gelmişsin. Gelir günüm aytmaysan. Neçe yıl yalnız alanı karşılay dur deniz. Ben gelsem hayran olsa alamam. Neçe yıl yalnız alanı karşılay dur deniz. Ben gelsem hayran olsa alamam. Hey deniz, ulanın amana. Hey deniz, ulanın amana. Neçe yıllar seni gözleyme. Dağlar bitken neçe yıl ötken. Gelir günüm bilmeyme. Neçe yıl yalnız alanı karşılay dur deniz. Ben gelsem hayran olsa alamam. Шарапутин Сулейманов, на мой взгляд, один из талантливых наших тележурналистов последних лет. Особенно интересны его передачи, посвященные национальной культуре, культуре дагестанцев. Его передачи, посвященные традициям наших народов, передачи, посвященные нашим песням, они оставляют глубокий след у телезрителя. Он вообще умеет поднимать необычные темы, необычные для всей нашей, по-моему, тележурналистики. Скажем, помните, в одной из передач он поднял проблему, нашел человека, мастера по агачкумузу, нашел человека, которого нет. По-моему, тот, о котором он рассказывал, это почти единственный мастер агачкумуза. Агачкумуз, хотим мы это или не хотим, наверное, тихо-тихо уходит. А кто их будет создавать, кто нам будет делать эти кумузы? Поэтому поднять имя этого человека было нужно. Вот Шарапутин умеет находить таких людей. Я помню еще другую его передачу, связанную с художником Саидовым. Казалось, художник непрофессионал, его многие считают, как называют, наивное творчество, да, это называют, наивные художники называют, но у этого, в кавычках, наивного творчества, какой выдающий талант. Талант, равный, наверное, многим известным художникам. Шарапутин нашел этого человека, показал всему Дагестану, и мы увидели еще одну грань нашей культуры. Но, с другой стороны, я Шарапутина знаю как товарища, друга, с которым я
встречаясь в неофициальной обстановке, и зная, что это настоящий друг, преданный дружбе, и не только ко мне, и ко всем нашим друзьям. Я знаю, он никогда не предаст, никогда не изменит. Я часто говорю, из друзей, может быть, второго, последнего поколения, наверное, он у меня самый верный. Я знаю, трудные минуты, обратитесь к нему, он будет рядом всегда, до конца. Я бы хотел пожелать Шарабутдину Сулейманову долгих лет жизни, здоровья, того задора, той молодости, которая в нем есть. Один ведь его смех чего стоит. Когда увидишь его улыбку, видишь его смех, хочется и самому жить, радоваться этой жизни. Көкте бұлтылар көшер, не тамаша бұл кеше. Көкте бұлтылар көшер, не тамаша бұл кеше. Хайран болып қайтаман, ізле келсем мен нече. Azizim, izle gelsem beni neçe. В 1981 году как-то на работе встретились мы с Шарабутдином Сулеймановым. Он так застенчиво обратился ко мне, говорит: Бурлият, я написал стихи, вот не знаю, говорит, посмотрите, пожалуйста, можно их спеть? Я взяла эти стихи, так прочитала, так, пробежала. Я говорю, я хорошо дома, я говорю, хорошо, посмотрю, попробую спеть, если будет нормально, значит, я спою эти стихи. В общем, пошла домой, села за пианино, там подобрала сама музыку. И вроде получается неплохая песня, такая лирическая. Эту песню я записала на пленку. И когда записала, я ему говорю: Шарабутдин, послушай, я записала эту песню. И на эту песню стали поступать заявки. Понравилась песня слушателям. Он тоже остался очень довольным. И он мне говорит: Бурлият, большое спасибо. Вот вы с этой песней меня вдохновили, теперь я буду писать. Оказывается, говорит, у меня получается. И вот с тех пор, с 1981 года, мы так тесно дружим с ним. Я его называю братом, он меня сестра всегда. И уже где-то песен 18 на стихи Шарабутдина Сулейманова я записала на пленку. Сен шулай түгіледің, сағайынаған едім. Сен шулай түгіледің, сағайынаған едім. Насибіңе арт беріп, Geteceğin bilemedim, ay yavrum, azizim. Geteceğin bilemedim. Süzük suday taptaza, yaz geçen havası, süzük suday taptaza, yaz geçen havası. Yazlar gitti savulmay, yüreğimin yarası. Ay yavrum, azizim, yüreğimin yarası.
тастай тас болдым. Сені көзлей қалғаныман, аяулым, азизім. Сені көзлей қалғаныман, аяулым, азизім. Seni gözley kalğanıma. Men de yaxşı oxuydum. Sizge de telefon var, siz de yaxşı oxuydunuz. Yalnız duşkaları bitirgenin için bitip kalmayın. Şehirge çıkıp onu kovacaklarda okumaya gereksiz. Gelecekte sizden ulu alimler olmaya gerek. Birileriniz yazıcılar olmaya gereksiz. Шарапутдин Сулейманов в данной школе учился. Я окончил эту школу в 1969 году. Мы и тогда обращали внимание на его поведение, на его шустроту, на его любознательность. И почти знали, что он, если не телевидение, в другом месте выйдет и проявит себя. Мы это знали. И он доказал наше предположение и не подвел нас. Коллектив не подвел. Так же, как и в 1969 году, так же, как в годы учебы, и сегодня он держит с нами связь. Сегодня с нами живет он так же, как тогда. Это удивительный памяти человек. Удивительный человек, который понимает другого человека, хочет помочь, хочет жить жизнью другого человека. Мы, несомненно, педагогический коллектив, горды тем, что вот такие выпускники есть у нас, и этими выпускниками мы и сегодня гордимся. Ata yurtum, asıl yurtum, suyunçum, kakaşuram, ayavlusan sen mağa, sahat sayın talpına yaş yüreğim, zahmat bulan abur tapkan halkına, ay yarıklı akşamların asırap, gün sebegen gündüzlerin gülleymen, ata yurtum sağınaman men seni, atın aytmayı koygan günün bilmeymen, yaşavımna, namusqa da, yahqa da, çıdamlıkka, çınıkmağa zahmatta, köp gitçiley yurtum senne uyrendim, kanatlı ruh verdin mağa sen hatta. Aylananlı kurşagan zor tavlardan, kuvanaman tavday bola yüreğim. Halkın üçün elge kulluk etegen, savgat etip yer yüreğim bereyim. Лет 10 назад мама мне рассказывала интересную историю. Она была уже пожилая. Говорит: сынок, я не хочу с собой забрать, я расскажу одну интересную историю. Вот поэтому, наверное, многим интересно, почему я нахожусь здесь. Сейчас я тоже должен донести до родственников, до друзей эту историю. Моя мама похоронила 6 детей. Соответственно, это горе для каждой женщины. И будучи здесь, на жатве хлебов, это было в 1950 году, женщины, наши сельчанки, колхозницы, настаивали, чтобы моя мама пришла к этому источнику и попросила у Аллаха, у Бога еще одного сына, поскольку у нее остался единственный сын. Сулейманов Сулейман. Мама не хотела, упорно отказывалась. Зачем, говорит, при старости лет еще ребенка иметь? Еще неизвестно, какая судьба будет у этого ребенка. Все-таки женщины заставили мою маму прийти к этому источнику и попросить еще одного сына. После этого, в 1951 году, соответственно, спустя год, появился я. В этот мир пришел 10 августа 1951 года. Так сказать, Аллах, Бог подарил меня своему народу. До сегодняшнего дня я здесь не был, хотя я работал недалеко здесь, во всех этих участках.
и на жатву хлебов, и на заготовки кормов. Сегодня, когда уже нет матери в живых, я все-таки нашел это место и пришел сюда. Спустя 50 лет, так сказать, к этому месту. Жизнь меня целует с ранних лет. Светлых дней всегда встречал рассвет. Окунаясь в море разных дел, чаще делал то, что я хотел. Были тучи, были облака, и не так уж жизнь была легка. Но недаром у меня девиз: радуйся, мужчиной будь, трудись. А в долгу я вам признаюсь прямо перед солнцем, родиной и мамой. Siz şu Şarapçı'ya bakkan yanından şu gitçiden tutup ne sözler aytıp öyle. Şu geleceği şöyle bilinemedi gitçin otada Вы yaş zamanında, знали с şu avaran детских лет, zamanında. что Шарапутин Adam bu arada станет size таким gelemez. человеком? Allah razı olsun oğlum paranızga da. Дай Аллах вам здоровья всем. Вы подняли авторитет его, вы все уважаете его. Уважили моего сына. Хотите все вы, чтобы с него вышел хороший человек. Всем вам огромное спасибо. Был у нас зять. Когда Шарапутин учился в школе, зять постоянно говорил нам: не хочу умереть, не увидев, каким же станет Шарапутин. Если даже в доме у нас шум, веселье, он постоянно уходил от шума и от всего. Заходил в другую комнату, писал, читал там. Ваш зять знал, что с него выйдет хороший человек. Мы можем поздравить его с большой статьей в газете «Елдаш». О нем написана огромная статья. Много людей уважает его, хотят поднять его авторитет. Да, материнское сердце беспокоится, когда он долго не приезжает к нам домой. Много сейчас слухов везде. Я, конечно, нервничаю, а когда он появляется, мне становится легче. Bildirdim yaşamını bir geçirsin. Anasını çiğ ot gereğine seni kuduyulmay. Yaşları ucunu geçirin neşesin. Beni anam aziz anam ol anam. Bu gülleri de analanı anası. Sizine gibi analana yaşamada. Ömür boyu hürmeti balası. Bizim için yaşıyorlar birisine. Biz kendi arıbolarız yakınına. Beni anam aziz anam ol anam. Bu gülleri analanı anası. Sizin gibi kanalıma yaşamada. Ömür boyu hürmeti balası. Отца Сулейманова Шахабуддина я знаю как наставника молодежи. Он был бригадиром тракторной бригады, он является механизатором заслуженным республики. И очень обаятельный, очень трудоспособный был мужчина. До последних своих дней трудился в колхозе имени Насруддинова в Карабдакинском районе селения Какашура. Сулейманова Шахабуддина
помню из первых же его стихов, которые были написаны в местной районной газете. Мы все с удовольствием читали. И много очерков он писал о колхозе, о трудящихся нашего колхоза. Тогда был колхоз имени 22-го партсъезда. Сейчас на сегодняшний день она называется колхозом имени Ильмуддина Насруддинова. Черты характера от своего отца Шарапуддин, по-моему, взял то, что тот человек, который очень много работал, не жалел своих сил от своего народа, от своих односельчан, очень сильно помогал всем, кто к нему обращался. Долгое время он, в самом деле, являлся один из самых сильнейших механизаторов. Он и меня учил к трактору, я работал трактористом при нем. И последние годы все сельчане ходили к нему, то там серп надо сделать, то этот надо сделать. Все, мотыгу, 3-й, 10-й, вообще в основном он. Вот его черты характера отца, трудолюбивость. У Шарапуддина есть такое. Allah oğar sağlık versin, şahtlık versin, varlık versin. Ya Allah, oğar Allah 100 yıl ömür versin. Дай Аллах Шарапутину здоровья, успехов, состояния, 100 лет жизни. Я довольна им. Ни один человек не сможет упрекнуть Шарапудина ни в чем. Мои дети не считают Шарапудина своим зятем. Он мой родной сын. С детских лет Шарапудин отличался смекалкой, острым умом. Теперь тем более. Я думаю, он достоин уважения. Дай Аллах всего хорошего ему. У меня 10 детей, вырастила 5 сыновей, 5 дочерей, а вместе с Шарапудином 11. У него очень содержательная речь. Он воспитанный, хороший человек. Его очень уважают соседи, алчане. Наши дети постоянно говорят: «Шарапутин ага, Шарапутин ага». Очень хороший человек Шарапутин. Даже в юношеские годы, когда мои дети играли с мячом, Шарапутин постоянно отходил от них и читал газеты, книги. Я знала, что с него будет толк. За то, что я сильно уважала, любила его, Аллах подарил мне такого зятя. Он мне не зять, а родной сын. Сам по себе вырос он в бедной семье. Именно те качества в нем, которые зародились, наверное, многое заслуга его родителей, которые заложено было в его генах. Почему? Потому что он вырос в селе Ахашура. Там, можно сказать, многие талантливые люди вышли с этого селения. Сегодня он общается, в основном, можно сказать, переселился в поселок Тарки, где он женат, где он большую свою жизнь проводит в Тарках. Таркинцы и все соседи ему относятся очень уважительно, как к профессионалу, как к работнику культуры. Что он себе показал как уважаемого человека. Я никогда не могу забыть, как он в вечерах, в этих свадьбах, всегда как относится к своему народу, своему дагестанскому народу, как он готовит программы, особенно в сельских местностях, районах, где он выезжает, ему относятся очень доброжелательно, очень дружно. Почему? Потому что в человеке, наверное, зародилось такое чувство, дар, наверное, есть в Шарапутине, который не отнимешь. Его просто так передать одного человека в другому невозможно. Почему наш народ особенно влюбился в него? За его отношение к народу. Это выражается в его работе, в его таланте. Всегда его передачи слушает весь, конечно, дагестанский народ, в том числе и кумыкский народ. Наверное, из-за того, что он по национальности кумык, мы гордимся, что есть такой Шарапутин Сулейманов. Дай Аллах ему здоровья, его семье, его детям и долгих лет ему жизни. Uçağıyım Irak'a, gökteki
buğday, gözlerim yolga bağan, görünüşünü umutlay. Qaray qaray qalmağa, buyurğanımı kenim ağam, kimdir yazgan sağa, yıraklarda durmağa, kimdir yazgan sağa, yıraklarda durmağa. Yolunu aldığından çaltattıla yüreğim, minut yılday görüne gelgeniçe gereğim. Qaray qaray qalmağa, buyurğanımı kenim ağam, kimdir yazgan sağa, yıraklarda durmağa, kimdir yazgan sağa, yıraklarda durmağa. Народу он делает много, своему народу особенно много делает. Его передачи, которые в последнее время он начал выпускать, музыкально-развлекательные передачи для нашего народа, очень масса людей смотрит. И не то что кумык, и другие люди смотрят. И довольно-таки выражает ему только огромную благодарность за его труд, за то, что он может вот так показать народу. Есть там много вопросов, связанных с историей, бытом, вообще самобытности, творчеством кумыкского народа. Это нельзя забыть. Я хочу пожелать ему огромного счастья, здоровья, благополучия и успеху его творческой деятельности. Ему много от него мы еще ожидаем. Это 50 лет для него. Первая фаза в его жизни, пусть таких этапов у него будет еще пару раз. Когда я еще в колыбели кричал, и ты колыбель мою тоже качал, когда колыбельную пела мне мать, чарующих слов я не мог понимать, а вырос и понял. Народ мой поэт, и песен твоих озарил меня свет. Когда по земле сделал первый я шаг, ты с матерью след не смотрел, не дыша. Потом ты меня согревал и берег на всех перепутьях тернистых дорог. Я предан тебе до последнего дня, я верю, и ты не забудешь меня. Только так, в частности говоря, о друге театра целиком, то Шараптин Сулейманов – это близкий друг нашего коллектива целиком театра. Почему? Потому что ни одно мероприятие, ни одно открытие сезона, ни одна премьера без него не проходит. Ну, во-первых, он занимает определенное положение на телевидении. И хотя и руководство телевидения всегда поощряет то, что открытие сезона или премьеры освещались по телевидению, то первым на этот счет у нас оказывается всегда Шараптин. И поэтому и артисты его знают, руководство театра. Ну, театр, в общем, его, и он наш, короче говоря. Вот так, если рассуждать. Но я уже не говорю о том, что этот человек не только работает на телевидении, не только обращает огромное внимание на театры, но хочется, конечно, подчеркнуть, особенно, что на кумыкский театр, поскольку он, видимо, и по национальности, и потом просто для него понятный театр на родном языке. И хочется сказать еще о том, что он очень способный и талантливый человек в отношении, что он пишет и стихи, и даже, по-моему, прозой балуется, вот, если я не ошибаюсь. И его стихи, его поэзия, в общем-то, поется почти что всеми кумыкскими певцами и певицами. Именно кумыкская передача на кумыкском языке вот поручена Сулейманову Шарабутдину. Хотелось бы вот отметить, что с какой-то очень огромной ответственностью, я это подчеркиваю, ответственностью, с большим трепетом души
со знанием истории кумыкского народа, его аулов, районов целиком. У него это не отнимешь, это есть. И помимо того, людей знает в районах и в селах, начиная с молодых и кончая очень старыми, древними жителями района или же села. Он, в общем, вхож туда, он умеет с ними обращаться, он умеет с ними разговаривать. И как-то умеет из народа, из людей вычерпать его историческую такую фольклорную сущность. Вот это и передачу строит так, кумыкскую, что, в общем-то, начиная с молодежи и кончая старшими нашими поколениями, всех освещает. Освещают не просто так, потому что это люди вот такого-то района. Нет, освещают именно по направленности, по его структуре. Врача найдет, хирурга, о котором может долго говорить, артиста найдет, музыканта найдет, пастуха найдет, колхозника найдет, рабочего, столяра найдет. И о нем начинает говорить. И вот это вот такая целая плеяда построения его передач, она нашло очень хороший отзыв в народе, в кумыкском народе. Ertin gelsin ertin, uyda biri de dostum bulmaysan. Geç su gelisim geç su, gelsem geç uyda ananı var. Ananı barda sırmı çeçip bulmayman. Yüreğimi salgan uludum, yaranı var. Qarayman, görme bulmayman, bir seni görmesem, durma bulmayman, izlegenine seni, eğer tapmayman. Dört beş yıl okusam da şu kursunu öğretmedi. Allah bilmeyi turgamman tezden şülay etmeli. Yana maşinler alsak plan vurup duraman. Şabaşka bir bilginin men betimni vuraman. Üstündeki çangına bahaların yazaman. Arttırar tedbirlerin bir az artlas o zaman. Kamaniro kagadep sav aygayı birimin. Tersiz gelgin akçanı tem ölüşüp ölemin. Шарабуддин Сулеймановым я знаком более четверть века я уже. Я думаю, за эти года можно узнать друг друга, кто он такой, кто я такой. Но я рад этому знакомству. Почему? Потому что я при каждой встрече с ним, мне кажется, что моя каждая встреча мне продлевает мою жизнь и его жизнь не более, не менее, чем на год. Шарабуддин неимоверной силы человек. Шарабуддином я рад днем и ночью идти и в бой, и на радость, и на славу. Шарабуддин мой искренний друг, товарищ. Шарабуддина слова есть, которые он сочинил сам своему другу. Я хочу сказать на кумыкском языке, который он сочинил эти слова. Eletlerde elense, gebegi kalmay örde, lap da asıl un yemek, asıl ulan sen yerde. Вот такой он прекрасный человек. Шарабуддин, дорогой друг, я рад, что я с тобой всегда буду рядом с тобой и в радостях, и в тяжелые дни.
Я его знаю достаточно давно. Он друг моего мужа. Мы даже почти семьями дружим. Удивительно обаятельный, внимательный человек. Настоящий дагестанец, с большим намусом, вниманием к людям. Мне кажется, на работе тоже он имеет хороший авторитет среди сотрудников, поскольку давно работает. Он имеет очень хорошую плеяду друзей во всех отраслях нашей республики. С ним считается юбилей, это такое дело, может быть, и радоваться надо, что ты дошел до такого рубежа. Но я думаю, что он в расцвете творческих сил, расцвете умственных, трудовых, мне кажется, самом таком возрасте для мужчины. Огорчаться за счет этого не стоит. Все впереди у Шарапутдина. Я хочу только этот замечательный для него день пожелать ему больших творческих успехов, чтобы он писал много стихов. Талант у него есть, его любят, его песни поют в Дагестане. Хочу пожелать ему здоровья, его замечательным сыновьям счастья жизни и его прекрасной супруге здоровья. Я с Шарапутдином, я уже дружу сколько лет, я даже не знаю сколько лет. С 76-го года я на радио, с тех пор мы дружимся с ним. Но эта дружба совсем другая. Когда вот он пишет слова, я пишу музыку, это поэт и композитор, это особая дружба, это внутренняя искренность. Мы друг друга лучше понимаем и лучше выражаем свои мысли, внутренность, как мы хотим его спеть, как писать, чтобы доходило до зрителя лучше. Поэтому я более 10 песен написал на слова Шарапутдина. И эти песни поют на лакском языке, поют на кумыкском Бурлет Ибрагимова, я для нее очень много написал. Ильмурзаева поет, на аварском Магомед Магомедов поет. Я пою очень много и на даргинском, и на кумыкском. Вот сейчас тоже я работаю над новой песней, он только дал мне слова. Ну, вот это черновой вариант, конечно, я сам еще не докончил. Я постараюсь его докончить и в ближайшее время сделать премьеру. Шарапутдин Сулейманов очень добрый человек сам по себе, общительный. Пою я его на его стихи, песни, которые написаны и Хизри Батыргишиевым, и сама сочиняла некоторые песни, ну и других композиторов. Мне нравятся его такие передачи, что он в поисках талантов, бывает в селах, интересные делает передачи, с аксакалами встречается, с талантами встречается, собирает всех ветеранов, всех знатных людей республики, общение с ними,
Ну, для кумыков это очень бывает прекрасная передача, которые сидят часами, смотрят у телевизора. Это его идея. Спасибо ему за это. Ну, есть такие добрые качества у Шарабуддина. Их не отнять. И мне они очень нравятся. И хочу ему от души материнское счастье, добрые пожелания, больших успехов в жизни. Вечный огонь дорогих сердец. Шарабуддин Сулейманов, я вообще не знал этого человека. Ну, случайно так получилось, мы с ним познакомились. Пришел моего отца, друг старший, Мамад Султан Яхаев, народный писатель Дагестана. Представь, это было в 1969 году, между нами говоря. Он принес текст мне. Он говорит: Аскерхан, вот на этот текст, если сможешь написать музыку, было бы неплохо. И получилась прекрасная музыка. Эта песня называется «Чахараман Аталаны Атынан». Я его люблю. Почему? Он нас всех объединяет. Я люблю этого человека. Пока он живой, мы тоже будем жить. Неге бүгін даулар жүру дүниеда? Халықтар өлі, қанағы ерлену. Етім қала бір күнахсыз әулетлер, топырағы күйген мечен өллену. Айтығыз, айтығыз, insanlar. Anılağız adamlar, ne hakka övüldü alğanlar. Gerek mi yanıdan yaralar, darıklı sökmeye Türkiye'ler aziz kalınlar milletim. Gen dünyada bugün sizge ne yeter? Siz karağız bu dünyada ne hal var? Babasız şehidimiz, babasız şehidimiz. Etigiz, etigiz. Şad yaşarday bizden tuğan avletler. Gözleriz ak çaçlı ananın aylığa kalkayga atanın yarar mı, yarar mı? Dağ salgan, dağ etken
даладан дауланып ағысы таймаған шәчілері шал болған әулетлер атаның етінен тоймаған шақыраман инсанлар туш ülkeler aziz halklar milletler keng dünyada bugün sizge ne yeter siz karağız bu dünyada ne kalmaz olamız çekirdeğiz olamız çekirdeğiz eteğiz şan yaşarday bizden kuğan avletler. Ey insanlar, oynamağız otkular, kıynalmağız dağı etip davlanı, oylaşırız, yüreklerin yarmağız, analanı, sakatlanı, sallanı. Сулейманов Шарапутин, мой коллега по работе. С ним я работаю уже с 1994 года. Очень талантливый парень. Он же и поэт, и писатель, и товарищ хороший, и друг, и в работе, и вне работы мы с ним часто встречаемся, советуемся. Всесторонне он развит, знает любую работу в ГТРК. Уже около 30 лет он трудится здесь. Может быть, даже более. Любую работу, какую бы ему ни поручило руководство ГТРК, он выполняет беспрекословно, с совестью, с достоинством. Мне кажется, 50 лет прожить на земле с таким достоинством, как Шарапутин, я очень рад за него. Я поздравляю его еще раз, желаю я ему трудовых успехов и всегда, чтобы он был здоровым, как сейчас. В любое время он, не знаю, у него таких пропусков на работе никогда не было, даже такие критические случаи. Больным приходил на работу, работал. Парень, хороший товарищ. Честно говоря, я бы с ним на разведку пошел. Gözlerimi tiklengen yolga Suratın alganımın ayağlap koğa Gözlerimi tiklengen yolga Вот когда начинаю говорить о Шарапутине Сулейманове, это много песен я пою, но все песни как будто вот почему до сих пор я не пел этих песен. Мне много песен, 400 песен, и среди них особо выделяются песни Шарапутина Сулейманова, вот, которые вы все знаете. Есть же о заправщике песни, которые по телевизору и много передают. Вот я попробую и другую песню. İrjayıp sorunsa gel, süysen napar, süysen may, rol tutkan sort, anlanız biligiz. Biz sizge iş bolmay, su buğapta tögemin, salarkada koşaman, ne tipte koyardın hay aman. O tergövler değil, mafya var sayaman. Üçünü oruna 76 tögemin birevler 72 vay aman tökenini görgemin salarkanı harcladım suygen çak özüme sistern alıp satmasam vay aman az görünü gözüme
например, вот эти песни, ну, еще я работаю над новыми произведениями Шараптина Сулейманова. Очень мне нравится «О мельнице» написаны. Я не буду это петь, почему? Потому что пока готовый не будет, я не хочу это, свои секреты. Я спою обязательно. Много песен тоже спою. А фактически мы не только дружим, вот 30 лет, а дружили наши отцы. Он тоже был, Шараптин Сулейманов, отец тоже был трактористом, и мой отец тоже был. А когда я сказал Шараптин Сулейманов с Какашура, мой отец, когда живой был, обрадовался, прослезился и говорит: о, он мой друг, он был, это моего отец. Неужели вот вы тоже дружите? Мы не только дружим, и песен, тексты пишет. Наши отцы тоже дружили. Вот такой у меня друг, поэт Шараптин Сулейманов. Шарафутдин для меня, он хороший семьянин, прекрасный муж, отец 3 детей, 2 невест, внука, внучку. Моя мама считает его за сына со старшего сына, всегда. Без его совета он не может ничто решить. Обязательно или позвонит, или пригласит к себе. Обязательно решение Шарафутдина нужно нашей семье. До армии мы еще со школьной парты он писал письма. Тогда еще он писал стихи, писал очерки, приносил газеты мне читать. Была такая любовь. Но она продолжается по сегодняшний день. Я не знаю, такая ли она, или чуть слабая, или как, но, скорее всего, наверное, так. Ну вот он более 30 лет работает в телевидении. Работа журналистика, видимо, она очень тяжелая. Я вижу, как он очень устает. Приходит домой час-два, но очень редко видимся. Ну, очень редко. То звонит оттуда. Но ни одно мероприятие его вот с района, с своего села не проходит без него. Но пишет он очень много. Пишет в основном о матери, о своем селе. Очень много друзей пишет. В основном посвящается для любовь очень много. Он может любую минуту встать ночью, час, 2 часа. Даже увидел сон, он может встать, написать стихи. Обязательно.
придя он со свадьбы или с события, с какой-то мероприятия, обязательно он будет сочинять песню. Песню, стихи, и утром прочтет мне. Он часто посвящает стихи девушкам, женщинам. Ну, Чувство конечно, ревности только не возникает? Ой, ты знаешь, Карен, нет, наверное, скорее всего, нет. Бог меня не наградил красотой. Ну, добротой чуть может быть. Но вот пройдет женщина, красивая девушка, я не могу оглянуться, пока не потеряю след, я тоже буду смотреть за ней. Ну, он же не виноват. Он тоже смотреть. Ревности нету, конечно. В основном поют его песни. Вот можно сказать, вот любой женщине он может посвятить песню. Он может сочинить так складно, так красиво. Но приятно и мне это очень нравится. Особенно наши актеры, как исполнители. Его окружили столько таланты, звезды, что он среди них, он сам молодеет. Но ему никто не даст 50. Я ему даю 25, а 25 я забираю себе. Гордишься им, честно? Очень, очень даже. Вот ни одну передачу я не пропускаю, вот дагестанских наших, вот московских я не могу не смотреть, а вот даже вот по радио слушаю его песню. Вот. Даже моя невеста уже знает наизусть и говорит: мама, что-то тут не говорили, кто написал песню, а вот песни, слова это папина. Я говорю: ну да, ну может и быть, так она и есть. Человек очень талантливый. Конечно, если бы у него было бы времени много, он написал бы, я не знаю, сколько томов. Но он начинает, пишет, все остальное, все ему некогда, все его друзья окружили его, там что-то, тут то-то, то звонит. Гости очень в дом приходят? Ну, конечно, как же без гостей? Ну, как это? Я не могу такую жизнь представить себе. Нет. Нет. Это час ночи, 2 часа, 3 часа. Но если он не придет, я его жду. Жду обязательно с гостями. Он должен прийти с гостями. Очень у него такие хорошие друзья, что я могу с ними сесть, отдыхать, побеседовать. Честно говоря, я радуюсь за него, за его друзей. Любую минуту его друзья радостную, горестные такие дни, вот его не оставит один. Тут же, в эту же минуту они тут же рядом с ними. Я горжусь. Скажи, пожалуйста, ну и последний маленький вопрос. Иногда напеваешь его песни? Да, конечно, да. Особенно мне нравится его песня. Так он сочинял вот до армии. Но я не знаю, может это и было, но он говорит, что это было. Вот, не проливай слезы. Вот эту песню поет Камалутдин. Магомед Шапиев. Не проливай слезы. Төкме гузящарана. И он говорит, что было такое. Наверное, я все-таки, плакала. И вот считаю, что вот очень мне нравится его эта песня. Да вообще все песни мне нравятся. Вот как поет Бурлият Ибрагимова, Бурлият Эльмурзаева очень. Вот наши звезды молодые. Маржана Даджиева, Зоя Чунаева. Видимо, так пишет, что приходит домой, даже просит текст, слова, чтобы он написал. Он может стать 1-2 часа, но по ночам, можно сказать, человек вообще не спит. Как он на работе так успевает все, это я не знаю. Но коллектив у него, видимо, очень такой. Он на работу идет как на праздник. На праздник каждый день. Вот иногда я ему говорю: Шарапутдин, ты идешь на работу как на праздник, каждый день. И нарядный, и аккуратный, и с таким настроением бодрым. Ну, конечно, приходит с работы не всегда с таким настроением. Бывает такое вот. Придет замкнутый, придет, сядет. Бывает, иногда не покушает. Но видно, что сразу кто-то ему испортил настроение. И такое бывает. Но в основном ему коллектив очень нравится. Очень дорог его коллектив. Он всегда говорит толчком творческие работы. Это моя работа, мой коллектив. Вот мне очень много помогает Магомед Халимбекович. Но очень много отзывается о работе.
Говорить о Шарапуддине можно и долго, и можно и в двух словах. Трудовая биография Шарапуддина – это биография нашего дагестанского телевидения. 30 лет тому назад 20-летним мальчишкой пришел Шарапуддин на телевидение, и за эти годы он прошел славный путь от рядового сотрудника до начальника производственного управления. В наших условиях нашей работы по своей специфике производственное управление – это по существу и штаб нашего телевидения. И от того, как этот штаб будет работать, во многом зависит и телевизионное вещание. Транспортники, теле- и видеооператоры, художники и другие службы, которых курирует Шарапуддин, это костяк и основной участок нашего телевизионного производства. И от того, как они будут работать, ритмично, оперативно, слаженно и организованно, естественно, зависит и качество, и оперативность всей работы нашего журналистского коллектива. Со своими обязанностями Шарапуддин справляется успешно. Порукой тому его высокий профессионализм, любовь к своему делу и чувство высокой ответственности за порученный участок работы. Шарапуддин не только коллега мне по работе, но и по поэзии. Он одаренный, широко известный кумыкский поэт. В его поэзии отражены важнейшие события новейшей истории Дагестана, да и будни нашей реальности, нашей действительности. Его стихи переложены на музыку известными композиторами и исполняются популярными певцами. Кроме того, Шарапуддин – автор и ведущий нашей телевизионной программы канал национального литературного вещания на кумыкском языке. И этими своими обязанностями литератора, поэта Шарапуддин снискал уважение и авторитет не только среди наших работников, но и широкой публики. И не случайно ему присвоено высокое звание «Заслуженный работник культуры», да и сейчас документы находятся в Москве на присвоение звания «Заслуженного работника культуры Российской Федерации». В день его юбилея я хочу от души поздравить Шарапуддина 50-летием, пожелать ему самого хорошего, крепкого здоровья, успехов. И я убежден и уверен, что еще не раз он обрадует нас своими производственными успехами, как на поприще развития дагестанского телевидения, так и на поэтической ниве. Teresimden terberi Yuhlamay tanıtımın Yıldız simi uçağım Uçup sağayıtımın Teresimden eşingin O şay seni sesine Yel yokta da yok geriden Men gelegim esine Teresimden eşin gel O şay seni sesine Yel yokta da yok geriden Men gelegim esine Oyla şaman oturup Yuxum kaçkanı kuyune Yalnız seni geri tapkan Yaşavımına uyumene Teresimden eşin gelir
boşay seni sesine. Yel yok da yok geriden, men gereğim esine. Terezemle neşeyle, boşay seni sesine. Yel yok da yok geriden, men gereğim esine. Başlap çıkan yıldızlar, akşamı bu sakarayman. Rahatlanma yukarımın, seni halını sorayman. Teresimle neşkin yeli, oşay seni sesine. Yel yok da yok geriden, ne gereğim esine. Terezemle neşkin gelir, boşay seni sesine. Yel yok da yok geriden, ne gereğim esine. Gecelerde suratın, karşıladım asalaman. Seni yoksa da seni barday, sağa söyleyip bulamam. Terezemle neşeyle, boşay seni sesine. Yel yoksa da yok geriden, men geleyim esine. Terezemle neşeyle, boşay seni sesine. Yel yoksa da yok geriden, men geleyim esine. Если сказать, я работаю в сутки 20 часов, люди подумают, наверное, я действительно, так я не отделяю. Бывает, после работы я пишу во время работы. Это не значит, что откладываю все свои дела. Я заметил что-то, это варится внутри у себя. И один прекрасный момент, это я, так сказать, выкладываю на белую бумагу. Обычно я пишу по ночам. Иногда дома хозяйка удивляется. 3 часа, 2 часа ночи для меня нет предела. У меня основное занятие, многие говорят, почему не издается. Я считаю, если я написал одну песню, моя одна песня – это одна книга. Потому что стихи писать можно, по-моему, легче писать стихи. Песню писать трудно, вы сами знаете. Чтобы написать песню, исполнитель не исполняет, если ему не будет по душе. Композитор не пишет музыку, если ему не понравятся стихи. Потом после этого есть масса проблем с оркестровкой, аранжировкой. Все это сделать и выпустить одну песню, я считаю, это большая работа. Для меня огромная радость, песенный жанр. Много написано у меня стихов о любви. И в дальнейшем буду писать, потому что без любви невозможно, наверное, не работать, не учиться. Многие думают, любовь – это, так сказать, в одном понятии. Любовь должен быть во всех направлениях. Любовь должен быть к своим детям, к своей семье и прекрасным девушкам. Любовь должен быть и к учебе, к работе, к друзьям, к жизни. Когда ко мне обращаются певцы или певицы с тем или с другими требованиями, я бываю очень рад, потому что когда исполняется мое новое произведение, я считаю, что я издал новую книгу. Одна песня для меня – это одна книга. Да. Не знаю, наверняка, может быть, я даже ошибаюсь, это мое мнение. Но я в основном, как Лебедев, Кумач, у нас еще были поэты-песенники. Я в основном в этом направлении считаю себя счастливым человеком, и я радуюсь, когда новые произведения передаются по дагестанскому радио или исполняются в этом же павильоне в телевидении. Вы напеваете свои стихи сами, когда пишете? К сожалению, у меня голос такой. Да, я беру пример, какую-то песню, обязательно, и я пишу персонально каждой певице отдельно. Пока я не буду знать, кто исполняет мою песню, я не пишу для кого-то. Поэтому, наверное, они обращаются ко мне, потому что я стараюсь изучать судьбу того или иного исполнителя
После этого я пишу подходящий текст к ней или к нему. Поэтому они прибегают. Иногда, очень часто они прибегают с готовой музыкой. Вот у меня есть готовая музыка. Обычно вы знаете, что музыка пишется к готовому тексту, а я делаю наоборот. Текст делаю готовой музыки. Поэтому, наверное, может быть, часто они обращаются ко мне очень с охотой. Сейчас вот в последнее время я очень рад, что Рукият Гамзатова, Султанат Атаева, Альпият Алиева, Гульжанат Абдулмеджидова из Халиммегаулова. Есть много молодых, дай Бог, это будущее, так сказать, наши дети должны увидеть новых солистов и солистов. У меня сейчас мечта перейти на драматургию. Я написал одну пьесу о жизни творчества Юсупа Гиреева. Это удивительный человек. Он сам по происхождению латыш, стал кумыком. В 1903 году, после окончания учительской семинарии в России, его отца направили сюда, к нам, в Дагестан. Он родился здесь и стал кумыком. Вот о нем написал одну пьесу. Пьесу написать никакого труда нет. Ну, здесь немножко проблема бывает с режиссером. Сейчас тоже пишу вторую пьесу, юмористическую, половину уже написал. Называется она «Шуточная, сатирическая, ради денег». Что творится у нас в некоторых свадьбах. Там и смех, и в то же время критика. Вот. И есть несколько прозаических произведений. Тоже в ближайшее время собираюсь опубликовать. Тоже посвящено участникам, героям Великой Отечественной войны. «Герой Гамзат» называется одно произведение. Есть еще. Ну, основное, я вновь повторяю, у меня песня. Просто не дает мне жития. Сейчас у меня огромная вот такая папка заказа от всех певцов, от всех композиторов. Практически я не успеваю. И работа сложная здесь, ежеминутная. Плюс, не скрываю, субботу, воскресенье иногда бывает 4-5 свадеб. Тоже надо успеть друзьям, родственникам. Вот так. Жизнь проходит так. В общем, вы счастливый человек. Ей-богу, я считаю себя счастливым человеком, ни о чем не жалею. Если даже завтра заставили меня заново начинать, так сказать, с детских лет жизнь свою, я опять пошел бы по этому пути, по этой тропинке. Это огромная радость, когда меня окружают вот такие авторитетные люди в республике, певцы, поэты, писатели, добродушные, порядочные. Только то стихотворение может стать песней, слова которой отражают самую суть жизни народа. Шарапудин Сулейманов хорошо знает быт своих сельчан-кашуринцев, своего кумыкского, дагестанского народа, и потому звучит песня его сердца. Особая надрывная грусть, неизреченная тоска по небу, простор кумыкской равнины чувствуются в песнях кумыков. Народа, вобравшего в себя глубинный тюркский сумрак пещеры Энгеникон, дагестанскую устремленность остроконечных вершин в небо и шелест степного ковыля. Песня Шарапутина Сулейманова – это одна маленькая, но очень звучная нота в нескончаемой народной песне души кумыков. О чем поется в песне твоей, поэт? О подвиге, о мужестве, о храбрости. Да о любви многогранной, о любви к родине, к матери, к любимой, единственной, той, что струны души ласкает взглядом. О чем поется в песне твоей, поэт? О радости, дающей крылья, о радости жизни, да о грусти свинцовым грузом, запечатавшей душу. Песня прорывается наружу. Так лети же, песня вольная, в небо.
келгенмен Yaşaudan men yırlay turup getermen Yırlarımın ağayığı da var şadlıktan Halk olanı anlamasa yetermen Yırlarımın ağayığı da var şadlıktan Halk olanı anlamasan yetermen Yaştan başlap yaxşı buldum yaxşığa Yaştan beri yaxşı buldum yamanğa Kulu nasip ileredim men uçun Yaxşı kuyda qalıp olsam hamanğa